Фестиваль RT-Doc «Время наших героев» добрался и до Абхазии. Показы этого фестиваля прошли уже более чем в 30 странах мира. Более 100 фильмов колесят по всей России. Документальное кино о бойцах СВО показывают и самим участникам боевых действий в госпиталях и на передовой. В Сухуми фестиваль проходит в Абхазском госуниверситете. Открывая его, министр иностранных дел Олег Барцыц сказал, что то кино, которое увидят сегодня зрители, не о войне. Это фильмы не только и не столько о войне. Вы посмотрите эти фильмы и увидите, что это фильмы о доброте, о сострадании, о самоотверженности, о дружбе, любви. Ректор АГУ Олег Угварамия, приветствуя фестиваль, предположил, почему на СВО так много добровольцев из Абхазии. Потому что для них СВО – это начало свободы. Почему участвуют наши ребята в этом, как его коротко называют, СВО? Потому что надеются на то, что это СВО превратится в свободу людей. Фестиваль RT-Doc «Время наших героев» добрался до Абхазии еще и потому, что президент России Владимир Путин поддержал просьбу военкоров расширить географию фестиваля. Один из авторов RT, Семен Пегов, признался, что результат его работы – это все школа Абаза ТВ. Для меня огромное счастье снова находиться в Абхазии. Мое творческое становление происходило именно здесь, на легендарном канале Абаза ТВ. Здесь в зале мой наставник, легендарный абхазский журналист Рустам Канович Кашик. Это школа абхазской журналистики сегодня тоже у нас на фронте, по крайней мере, в виде моей команды представлена. Поэтому для меня это вдвойне волнительно и вдвойне счастливо. И когда я вот Ахлика впервые увидел в одни из самых таких экстремальных моментов в 2014 году, увидев на его плече абхазский флаг, тогда тоже очень многое в моей жизни изменилось. Герой Донбасса Ахравицба сравнил СВО с отечественной войной народа Абхазии. Мое детство и сегодняшние реалии – это одна картина. Просто время намного идет быстрее. Та же борьба за свой язык, за свой флаг, за свою государственность. Все, что рассказывали мне мои родственники, дядьки, отец, все, которые стояли за защиту Отечества, вот это именно то же самое происходит сегодня там. Может масштабнее, может быстрее, может за счет того, что технологии добавились, но поверьте, кровь та же проливается. Не технологии наши там погибают, а люди защищают Отечество. Сотрудник РТ, ветеран или «железный человек», как называют его товарищи, Илья Казаков рассказал об абхазских ветеранах Донбасса и вспомнил тех, кто не вернулся с фронта. Бригада «Пятнашка» доказала уже все самим себе, своему народу, нашей великой родине. Без пафоса будет сказано, я испытываю огромную гордость стоять на сцене с этими людьми, с этими мужчинами. И, к сожалению, не все здесь могут находиться в этом зале. Я бы хотел почтить минутой молчания тех, кто выбрал путь воина и живет вечно. Всех наших погибших товарищей. Первый фильм фестиваля рассказал о героях, которые, несмотря на тяжелые ранения, сказали себе и миру: «Будем жить». Ну что, сейчас будет AC/DC. Марьяна Котова, Сасрык Вагухова, Абаза ТВ.